Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Беслан Астамурович, Спасибо вам тоже. недавно вышла ваша статья под названием «Герб Республики Абхазия как культурный код абхазской государственности. Социальный порядок в символах баланса и прогресса». И мы подготовили вопросы как раз по вашей статье. Я начну с первого. Что такое культурный код в вашем понимании? Да, культурный код, но если вот простым языком говорить, это образец поведенческий образец. Это то, через что, ну, скажем так, сверяется смысл действий, можно так сказать. Вот. Это то, что придает смысл действиям, вот так можно сказать. То есть это некие ценности, идеал, да, который придает определенный смысл нашему поведению, мышлению. То есть он как бы является такой смыслообразующим во всех, так сказать, поведенческих моментах. Ну, его называют еще супертекстом, да, если вот за текстом стоит еще что-то такое, да, его называют супертекстом, называют. То есть тогда становится ясно, о чем люди говорят, о чем они размышляют, она больше становится порядочнее. Вот. И поведение людей тогда сообразуется с неким порядком определенным. Сложно, когда нет такого кода. Ну, код вообще-то он везде есть, во всех социальных малых группах он существует, да, в определенных единицах. Но в данном случае социальный порядок в масштабе государства, я этот затрагиваю аспект, да. Значит, как организуется общественный порядок, как он сообразуется, с чем это есть культурный код абхазов, да, который я потом раскрываю его содержание. А как возникает культурный код? Как он складывается и как формируются его характеристики? Вы знаете, он формируется в ходе общественных отношений, спонтанно, можно сказать. Ну, это как это вообще-то результат цивилизационного такого развития. Это способ, она рождается из способа коммуникации и адаптации любого социума. Это из способа коммуникации и адаптации вот рождается этот код. То есть это способ выживания, можно сказать. Способ адаптации и коммуникации. Вот код, он из этого вытекает, и он выполняет эту роль. Он отвечает на вопрос социального порядка, и он определяет коммуникативную связь и позволяет адаптироваться к среде, к экологической нише, к окружающей среде, к среде, скажем, социальных других сообществ и так далее. Вот. Можно ли сказать, что культурный код – это некий шифр-щит, оберегающий идентичность народа, создающий условия для коммуникации? Ну да, можно так сказать, потому что действительно за идентичностью стоит вот этот социальный код, стоит, да. Я хочу сказать о том, что вот любая культура, она испытывает определенные циклы. Расслабление и напряжение, можно так поделить условно. Вот что-то напрягается, потом расслабляется. Да? И вот пик результативности, пик развития цивилизации, оно тождественно понятию напряжения. То есть позитивного напряжения. Вот что такое развитие в материальной сфере, духовной сфере, да? Это пик напряжения. Оно не угнетает. Напряжение имеется в виду в мобилизованности, в движении вперед. И когда мы видим результаты цивилизации, ярких цивилизаций, сегодня они есть там, да, ну, скажем, Китай, допустим, процветает во всем, да, это означает, что он максимально позитивно напряжен. И в этом присутствует, конечно же, код разворачивается во всех ее направлениях, гранях, да, мы видим это. И сказать о том, что без этой культурного кода, без осмысления его, вряд ли материальный прогресс возможен. Потому что нам кажется, что техногенность, она само по себе... Ну, правда, Шпенглер говорил о том, что техногенность, она может однобоко развиться, да, она может потом и сразу угасать, но устойчивость все-таки,
оно устойчивое развитие, да, требует, чтобы была своя философия, свое миропонимание. Вот это с идентичностью, конечно, связано. От чего зависит неизменность культурного кода и его сохранность? Ну, здесь зависит от того, какие вызовы принимает общество. Если серьезные вызовы по Тойнби, да, вот по Тойнби вообще говорит, что вся история, всю историю цивилизации он рассматривал через систему вызовов и ответов. Вот вызовы необходимы для мобилизации, да, и ответ это есть достижение вот, в области культуры, литературы, материального производства и все остальное. Но может быть так, что вот эти вызовы могут быть слишком много. Серия вызовов может покосить, может не выдержать культура. И тогда происходят вот процессы, как сказать, вымывания, присоединения к другой такой вот культуре, где это непонятно. И происходит, социологи называют этот процесс неорганическая модернизация. То есть она рвануть может куда-то рвануть, но она не на собственной основе. И когда-то это нестабильное общество может скатиться на кризисы. И поэтому для того, чтобы вот ваш вопрос о том, как она может сохраниться, если вызовы будут достаточно посильны, бывает, что достаточно пассивны, да, и элита отвечает, именно успевает ответы дать. Это осмысление требует элиты. Конечно, тоже автоматически, может, и не происходит. Вот то, что сейчас нам вот в Абхазии нужно, осмысление нашего культурного кода. И раскрыть его смысловые ценности, да, и, в общем, и модернизационные процессы должны быть вот в рамках этого происходить. Она придает органичность. Вот этот код, ее социальная значимость в том состоит, чтобы придать органичность процессу развития, модернизации. Потому что в ней будут содержаться, если подробно, потом я могу остановиться на этом, как культурный код может стабилизировать прогрессивное развитие. Нам важно, чтобы вот развитие не любой ценой и не к фрагментарности должно нас привести, а к органичности. Вот фрагментарность, это может что-то рванет вперед, какой-то слой, какая-то социальная группа, где-то что-то может быть так, что мы потеряем много чего, что потом она не будет гармонизировать нас вот в нашей социальной нише, экологической нише, она будет все-таки требовать другого. Мы знаем такие процессы неорганического развития, в той же, вот, скажем, в Грузии. Произошла ли органическая модернизация? Вопрос стоит серьезный. Вы смотрите, серьезные кризисы, нация расколота. Вот, по большому счету, да, по поколенческим критериям, да, и по мировоззренческим, да, это как бы опасное, так сказать, развитие. То есть это, с одной стороны, это западноцентрические модели там присутствуют, и даже евроатлантические, а с другой стороны, традиционность, да, вот некий синтез, он, конечно, нужен, и он даст другие результаты. То есть нам важно не любой ценой вот, модернизация. Вообще-то процессы модернизационные, успешные модернизационные процессы, они, ну я вам скажу так, что они не так часто бывают. И это надо иметь в виду. Вы частично ответили, но вот все-таки разверну этот вопрос. Как культурный код связывает века и влияет на сознание людей? Вследствие чего может измениться культурный код и как это может отразиться на жизни человека и народа в целом? Культурный код, он должен связывать поколенческие поколения, потому что функция культурного кода или возможность культурного кода сосредоточена в том, что она может обеспечить преемственность. А это очень важно. Вот именно преемственное развитие. Мы знаем, что устойчивое сегодня общество, как японское общество, допустим, да, китайское, восточное, да, ну, скажем, в некотором смысле и европейские страны есть, скажем, северные страны, да, скандинавские страны,
ну, они смогли вот преемственность обеспечить, да, то есть модернизация, процессы обновления общества идут, наслаивая на свою традицию. То есть это момент, который позволяет обеспечить вот преемственность, ну, поколенческую связь. Ну, одним словом, все ведет к устойчивости. Поэтому вот культурный код, оно может обеспечить преемственность, если на нее будут обращать внимание ученые, политики, практики, управленцы, вот, тут те, которые обеспечивают стратегическое развитие, да, которые следят за национальной безопасностью, да, обеспечивая его параметры устойчивости. Да. Культурный код может послужить серьезным управленческим ресурсом. Он может быть серьезным управленческим ресурсом. Вот, кстати говоря, вот сейчас в мире творится, так сказать, очень много процессов, которые, ну, дестабилизируют общество. Именно из-за того, что культурный код, он размывается вот этим процессом глобализации во многих странах Запада, происходит вот это вот, теряется, в этом случае теряется управленческий потенциал. То есть власть не легитимизируется в параметрах культуры, параметрах смыслов. Да? То есть человек все-таки существо мыслящее, да, мыслящее. Для него справедливость должна обязательно включаться в мировоззрение. Да? Поэтому и оценка поведения власти, оно должно быть ценностно обеспечено. Да? Ценностно обеспечено. Вот не случайно некоторые политики, серьезные политики, есть и на Западе, да, как бы сейчас мы не сказали, ну, они везде есть, естественно, они говорят о возвращении традиционных ценностей, европейских ценностей, которые размылись. Даже в американском обществе также требуется возвращение к традициям, да, оно стало, вот скажем, потребностью в стабильном развитии общества. Да. Что является носителем или же показателем культурного кода? Носителем кода может быть устное творчество, литература, искусство, естественно. Вот. Носителем кода может быть материальные ценности, духовные. То есть все, что мы можем... Вот если конкретно говорить носителем культурного кода, я этому посвятил статью, это нартскепос. Вот в ней сосредоточен вот этот культурный код. Естественно, народ слагает спонтанно, вот исходя из потребностей в адаптации и коммуникации, как я сказал, да, выше. То есть народ адаптируется к среде и коммуницирует в определенных параметрах. Вот она обеспечивается именно культурным кодом. Она слагается из органической потребности общества, социума, да, в тем, чтобы адаптироваться и обеспечить коммуникативную связь. И из потребностей общества рождается вот этот культурный код. Он обеспечивает стабильность, устойчивость, взаимодействие, и вот таким образом и выживает общество. То есть это способ выживания. Одним словом, я хочу сказать, что мы все находимся, человечество всегда, на каждом этапе общества находится в параметрах выживания, всегда пребывает, и сейчас тоже. Вот нам кажется, что мы живем, а мы всегда ищем самый оптимальный самые оптимальные моменты решения, да, всегда ищем. А это и способ выживания. Другой вопрос, мы можем ошибаться, да, но в этом культурный код нас должен и подсказывать, чтобы не было таких серьезных, так сказать, вот, однобоких развитий. Вот я еще раз хочу сказать о том, что если мы в культуру смотримся, то есть глубоко, если мы зададимся вопросом, что нам сегодня нужно, да, вот что нас обеспечивает, может, стабильность, да, мы можем в культуре найти ответы.
Другой вопрос, мы задаемся этим вопросом или нет. Если вопрос будет задан к культуре, то самые успешные, самые рациональные моменты поведения, да, оно выводимо из культуры. Я вот попытался это сделать, и у меня получилось, если не знаю, как оценят читатели в этой статье. Главное, чтобы был вопрос задан, что мы хотим, с позиции современности. Вот с позиции современного конституционализма, да, разделение властей, там, верховенство права, права человека, развитие человеческого потенциала, свободы, права и свободы человека, да, нас интересуют эти вопросы, да, они могут быть выведены из культурного кода, из культуры можно вывести. И такие ученые есть, которые выводят из культуры народа, выводят современные ценности, конституционные нормы выводимы, да, и вот этот взгляд европоцентрический, он должен быть сегодня, ну, скажем так, считать неудачным, скорее всего, это идеологема, вот, политическая такая, европоцентризм, да, она преодолевается легко, когда мы можем увидеть, что в каждой культуре сосредоточено уважение прав человека, высокая ответственность, обязанность, баланс частного и публичного, скажем. И тогда мы можем сказать о том, что нет культур, которые могут стоять выше, ниже. Есть разные способы восприятия, разные способы, скажем, доведения, да, информации о том, как установить вот этот баланс. Вот все-таки код, я еще не сказал о том, что чтобы сказать, что вот ценность есть, что есть код социального порядка, именно общественного порядка код, тогда этот код должен отражать баланс частного и публичного, прав и обязанностей, традиций, инноваций. Мы непосредственно коснемся этих вопросов. Вот. А теперь вот если говорить о вашей статье, хотелось бы узнать, вот в чем вы видите взаимосвязь нардского эпоса и герба Абхазии с точки зрения культурного кода? Да, хороший вопрос. Герб, как известно, да, он взят, это сюжет из нардского эпоса. Наверное, все знают, что вот братья застала темнота, да, холод, голод, темнота. И вот один из братьев, младший, Сосрыква, вот решил, взялся за то, чтобы решить эту задачу, обогреть, вытащить из темноты, да. И он добывает вот звезду, сбивает с неба и, в общем-то, освещает. Вот здесь мы как раз видим смыслы, здесь большие смыслы задеты. Ну, в первую очередь мы видим что? Мы видим, что его действие, оно носит такой инновационный, скажем так, современным языком. То есть это то, что никто не знает из братьев. На тот момент это вот сбывать звезду, можно в конце концов костер разжечь и все остальное, что известно всегда, да? А вот то, что он делает, из космоса добывать энергию, да, это здесь задет такой смысл, что индивид в традиционном абхазском обществе свободен. Обратите внимание, если бы он не был бы свободен, он такой творческий акт не совершит. Он сделает то, что всегда обычно делалось бы. Так? Но здесь он взялся, если перевести на современным языком еще сказать, он решает публичное, он решает проблему, скажем так, коллективного блага, да, коллективно. То есть он решает проблему общества. Ну, можно сказать, это и братья, но можно, так сказать, широко толковать и народ сказать. Это же и народ можно отнестись, да, к этому. Тогда тут тогда вскрывается еще одна не менее важная смысловая нагрузка, смысловая ценность. Он решает проблему публичного блага
необычным путем, а другими словами, самым совершенным способом. А это можно перевести, если на язык, скажем так, служения публичного, частного, да, перевести это на язык, можно сказать, юриспруденции, что ли. Да, юриспруденции, можно сказать, тот способ, то совершенство, благодаря чему достигает публичное благо, это дает ему право служить и быть предводителем, быть индивидом, который удовлетворяет или решает проблему публичного блага. То есть это путь фактически формирования элиты в абхазском обществе. То есть лучшие правят, это власть лучших. Миритократия, его называли греки, да? Миритас, да, лучший, кратос власть. Миритократия у нас, оно вот в гербе и, так сказать, вот нам эту информацию нам дает. Вот это значит, тот имеет право быть служителем публичного интереса, публичного блага, то есть руководителем, предводителем, тот, который обладает лучшими качествами, моральными, интеллектуальными, физическими. Обратите внимание, на гербе он совершенен, Сосреква. Его помыслы, его физика, его интеллект. Смотрите, новаторство какое здесь, да, представляете? И еще и третий элемент наш герб сразу же нам подает. Он подает символ баланса, традиции, инновации. Обратите внимание, традиционное общество не сопротивляется, а приветствует новацию. То есть служить самым совершенным способом. Это и право, и обязанность одновременно индивида. И традиционное общество, если бы это было не так, то он не мог бы совершить такой акт. То есть свобода его, она должна быть одобряема, она должна быть признаваема в коллективе, социумом. И мы видим, как это происходит. То есть это, можно сказать, я не побоюсь сказать, это такие вещи, которые отвечают современному конституционализму. Это отвечает современному конституционализму. Некоторые конституции пытаются обосновать вот этот идеал частного, публичного, традиции, инновации, права и обязанности. Понимаете, это вот то, что называется, скажем, принципы современного конституционализма. Он у нас изложен в гербе, да. В вашей статье такой интересный подход с интересного ракурса именно касательно права. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. В своей статье вы пишете о расширении структуры правосознания за счет включения таких элементов, как правовые образы и правовые символы. Угу. Могли бы вы это расшифровать? Да. Смотрите, правосознание имеет свою структуру. Оно состоит из знаний, так сказать, информативно мы должны знать. Структура знаний должны, в свою очередь, укреплять веру, то есть вот, что оно является эффективным способом организации общества, доверие к тому, что правовые нормы определяют достаточно эффективно, общественный порядок определяют. И вот структуры правосознания, только знание законодательства, оно недостаточно укрепляет правовое мышление. Вот знания, они могут быть, скажем так, знаток законодательства, это еще не означает, что он обладает высоким правосознанием. Потому что правосознание, оно глубоко уходит в природу человека, в понимание социума, глубокие корни понимания того, что есть индивид и общество. То есть человек, который обладает высоким правосознанием, он не сможет совершить неправомерный поступок. Студенты иногда говорят, мне задают вопросы, как бы, Александр Александрович, вот есть у нас судьи, прокуроры, да вы сами, наверное, знаете, они знают законодательство, нарушают, вы же все не будете отвечать. Я пытаюсь сказать им следующее. Они не знают права, они знают законодательство,
Но право это более глубокие знания нужны для того, чтобы законодательство порой бывает и неправомерным, кстати, в своем содержании. Закон может быть неправовым. Оно может быть в угоду определенных интересов еще, да. А вот знать право, это означает знать глубоко природу человека, знать глубоко природу социума, социальных организмов. Во что обходится нарушение права этому обществу, этому социуму. Когда юрист нарушает право, ну, скажем, судья, да, он ведь, его деятельность, она должна быть, вообще деятельность судьи, она выполняет две функции. Частная превенция и общая превенция. То есть он своим правомерным или, скажем, справедливым решением предупреждает общество и предупреждает того конкретного индивида, по которому выносится приговор. Но если его решение несправедливое, неправосудное, то он тогда не предупреждает. Ни его самого, и общество тоже. И во что это обходится обществу? И он это должен понимать, потому что тогда общество, если видит, что правосудия нет справедливости, представьте, в какой хаос он ввергает это судья. И эту ответственность, если он понимает, что от таких действий зависит социальный организм, его стабильность, от его решений, да, то он не сможет поступить неправомерно, он не сможет наступить на закон. И поэтому для того, чтобы расширить, углубить правосознание, нам необходимы правовые символы, правовые идеи, идеалы, которые нардский эпос нам доносит. В ней есть такие нормы, такие сюжеты, которые говорят о том, что общество рождает правовые феномены, чтобы выжить. Вот сегодня возьмите международные отношения. Мы все говорим, что международное право не работает, правильно? А во что это обойдется международному сообществу, что право не работает? Ведь право это есть разум. Право, воплощенный разум. И если мы не следуем разуму, но ответ какой? Мы не придем к миру никакому. Вот поэтому можно игнорировать какой-то закон, можно к праву тоже относиться так, но цена вопроса, когда ясно, а юрист должен понимать цена вопроса, он никогда не сможет поднять руку как бы на закон и на право. И вот правосознание высокое у того, кто не сможет, кто обладает глубокими знаниями природы социума и природы человека и знает цену стабильности. А те, которые, вот студенты, когда говорят, да вот законодательство знает, да нарушает. Ну, знание законодательства, это еще не означает знание права. Потому что право это более широкое понятие. Законодательство это проявление правовое, одно из проявлений права. Законодательство, потому что право живет помимо законов еще и в действиях людей, в поведении, в мышлении. Оно живет в действиях людей, право живет, правильно? Законодательство можно, знаете как, иногда нарушение законодательства не является противоправным поступком. Бывают такие моменты. Есть законы, которые служат, ну скажем так, не человеку, не его свободе, а они служат определенных целях. Ну, вы знаете, есть законы, были законы, где нарушались, ну, скажем так, естественные параметры развития. Ну, сейчас не буду говорить. Но я к чему говорю, что законодательство, знание законодательства еще не обеспечивает уровень правосознания. Поэтому нам сейчас в нашем обществе нужно знать вот эти правовые феномены, которые в культурном коде присутствуют, и оно дает нам серьезное убеждение в том, что правовой порядок все-таки возможен, и все-таки он лучше. Вот, и право это не то, что находится на стороне каких-то официальных институтов, если живет там, оно находится в социуме, оно рождается в социуме. Не случайно существует такая формула, еще древними римляне высказана, там, где общество, там и рождается право, из общественной практики. Правовые нормы рождаются из отношений людей.
а что это такое не иначе, как разум? То есть люди, общаясь, обмениваясь, обеспечивая стабильность, обеспечивая безопасность, они приходят к неким правилам, которые защищают достижительные принципы. Вот этот момент, он определяется правовым явлением. То есть то, что мы считаем регулируется, защищает достоинство человека, его достижения, все эти нормы, они правовые. Ну, в отличие от, есть моральные нормы, они тоже по-своему работают, но об этом позже потом можно сказать, да. Вы частично ответили на этот вопрос, но, может, я все-таки задам, чтобы акцентировать больше внимания на это интересно. Наличие юридико-технических средств еще не означает, что правовая система сформировалась, говорится в вашей статье. А что еще нужно, на ваш взгляд, чтобы правовая система гармонично функционировала? Да, есть такие ученые, такой подход, оно тоже относится к одной из западноцентрических взглядов, это когда считается, что есть правовые системы, а есть неправовые системы. Вот делятся правовые и неправовые системы. Ну, якобы они утверждают, что правовые системы это системы европейские страны, относятся туда, а неправовые это вот те, которые, ну, скажем так, не обладают такими юридико-техническими средствами, как европейские некоторые страны. Ну, и юридико-технические средства, это вы знаете, что развиты институты защиты, обвинения, прокуратура, там развитость, скажем так, законодательства во всех сферах, то есть, ну, скажем так, практика обобщенная, так сказать, достаточно серьезная. Есть страны, которые просто заимствовали, но не обладают такими вот способами. И я считаю, что это ошибочное представление. Вот в этой статье я попытался показать, что правовые феномены рождаются и в других культурах, не западных. Вот абхазская культура в нартском эпосе рождает правовые феномены, правосудие. Это буквально правосудие показано вот в нартском эпосе. Есть элементы правосудия. Я хочу сказать о том, что сводить, это ошибочно, западные ученые, когда сводят правовые системы к юридико-техническим средствам только лишь. Это однобокое, так сказать, видение. Я считаю, что важно правовое мышление, правовая культура, которая может она реализоваться другими способами, нежели юридико-техническими средствами. Может и в морали, может и в этикете, может быть в других традиционных формах реализовываться вот этот юридический порядок. Вот не случайно говорим о том, что, скажем, мораль, она может юридизировать поведение человека, то есть сделать общеобязательным. То есть не обязательно закон делает общеобязательным поведение человека, но может и религия, вот, скажем, исламское право. Что там юридизирует поведение человека? То есть делает его общеобязательным, правило общеобязательным. Что делает? Не столько закон. Кстати говоря, мусульмане говорят, я не нарушу закон, даже если меня никто не увидит. Обычно так же, да? Но меня же увидит в любом случае Бог. То есть Аллах увидит все равно. То есть юридизирующее начало, здесь религия. Никакие юридико-технические средства в виде там, скажем, правоохранительных органов, надзирательных органов, там, инспекционных органов, всевозможно, да, развита сеть, да, юридических институтов. Западный человек, возможно, опасаясь, что он окажется пойманным, да, из-за этого он, ну, скажем, ведет себя, ну, скажем, правомерно. Но восточный человек, он ведет себя правомерно, потому что юридизирует здесь религия. Не институты, юридические институты, вот правовые, сугубо официальные институты, то есть милиция, прокуратура, там, законы, там, где вот это вот его сделает его, ну, чтобы он, ну, кстати говоря, западный человек может и скалькулировать, где можно нарушить, где можно, в конце концов, что-то заплатить, но все-таки ему выгодно.
А вот не восточная, так сказать, восточная культура, где этическая культура, этико-правовая культура, скажем, Китай, Япония, дальневосточная культура, да, они опасаются не столько юридических институтов, полиции и все остальное, они опасаются общественного порицания, где существует этика, она всеобъемлющая, она придает поведению всеобщий характер, общеобязательный характер. А в мусульманском праве религия, например, юридизирует общественные отношения. И поэтому сводить все к тому, что существование правовой культуры, правовой системы и неправовой системы, сводить его к внешним институтам, юридико-техническим институтам, это ошибочно. А вот я вот хотел бы показать, что правовые феномены есть у нас, они у нас правовое, скажем так, апсора мы говорим, да, она может юридизировать поведение человека. И еще более, скажем так, эффективнее, чем официальные институты. Я имею в виду, они должны быть, естественно, но тут может быть так и получится, что апсора, его нагрузка может быть больше, чем официальный институт. То есть пока дело дойдет до официальности, работают институты. Как вот в Китае, кстати, там ходить, скажем, жаловаться стыдно, там, в суд или куда-то. Почему? Потому что это считается ЧП уже. Потому что там же этика работает. А оно юридизирует поведение человека, не меньше. Вы пишете о приоритетности правовых норм из культурного кода народа перед рациональным заимствованием правовых норм извне. Да. То есть, насколько я понимаю, вы имеете в виду, что лучше создавать собственные законы на основе культурного кода, нежели перенимать готовые законы извне. Да, я объясню следующим образом, что культурный код, если он у нас определяется как императив или как носитель, или как он нам дает информацию о балансе, то есть культурный код нам дает информацию такую, что она содержит баланс частного и публичного, а это и есть основное содержание, это основное содержание развития законодательства. Вот именно здесь можно конкретизировать в законодательстве абхазском, что означает баланс. Такой императив, он задан кодом, то есть мы говорим частные интересы, публичный интерес, частная собственность, иные формы собственности, но не должно быть так, чтобы что-то было в угоду одному чему-то. Вот. Если частная собственность, она не должна быть абсолютизирована, она должна служить публичному благу. Это не только индивидуальные выгоды в этом, как иногда кажется нам. И в некоторых конституциях значится так: частная собственность признается, частная собственность защищается, гарантируется, но частная собственность служит общему благу. Вот здесь вот и есть баланс. Ну, для развития нашего законодательства могло бы серьезно на этот процесс повлиять наш код. Может повлиять, потому что он задает параметры устойчивости. Вот в чем и значимость нашего кода. Он придает общественный порядок на основе баланса. Вот именно потому я все-таки убежден в этом, что у нас почему социальный код есть, а он есть именно потому, что в ней содержится идея баланса. А если оно будет воплощаться в законодательстве, принятии решений, в политических, скажем, проектах всевозможных, да, это гарантия того, что общество будет развиваться органично. Вот это самый важный момент. Я подчеркиваю, что нам развитие фрагментарное не нужно. Оно придает видимость, но мы заглушаем проблемы, которые общество так или иначе будет, ну, скажем так, она более в конфликтных вариантах могут потом выходить. И поэтому, да, я такое утверждение сделал, там вывод о том, что нам нужно заимствовать можно, но вот содержание главное, да, основное содержание, оно задано культурой, да, и здесь вот идея баланса, она прогрессивная идея.
Я говорю, баланс, когда говорится о балансе, это всегда гарантия устойчивого развития. Поэтому здесь не нужно, сомневаться даже, потому что все то, что дисбалансирует, да, то, что частное господствует над публичным, или наоборот, мы знаем такие практики, политические практики, чем они заканчивались. В истории заканчивается сегодня. Да. Вот суперлибералистическая модель, она тоже конфликтна для нас. Вот. И некоторые заимствования из либеральных политических культур, оно может, так сказать, не положительно повлиять на нашу картину, потому что там делается ставка на личный успех, например, либералистской теории. Личный успех, личная выгода. Якобы оно послужит потом и общественному прогрессу. Ну, мне сложно это сказать, как этот общественный прогресс может на этом стоять, но все-таки баланс частного и публичного – это гарантия стабильного развития. В вашей статье написано: отсутствие или размытость культурного кода приводит к дестабилизации, социальной аномии, иссяканию государственного управленческого ресурса. С этой точки зрения для абхазского социума важно возвращение культурного кода в социальную жизнь. Иными словами, расшифровка тех символов, которые закодированы в символах, так как процесс обмена информацией в значительной степени связан с культурой. Культурный код регулирует, изменяет и влияет на наше поведение во всех аспектах. В этом отношении, насколько мы отошли от культурного кода и как нам вернуться в его русло? Ну, давайте так скажем, что культурный код пока в том смысле, то есть, скажем, его содержание, вот, которое есть в этом гербе, да, он, конечно, пока не работает, пока надо честно признать, потому что оно работает тогда, когда оно знаемо каждому гражданину. Вот когда смыслы, которые там сосредоточены в этом гербе, да, оно становится связующим звеном между людьми, когда она станет работать. Это когда между двумя, скажем, людьми, да, общаясь, вот два человека, да, между ними есть вот этот код. Они получают информацию не непосредственно, как бы двое общаются, двое разговаривают, допустим, да, нам кажется, что они непосредственно общаются. На самом деле непосредственно общения не бывает. Всегда люди исходят из какого-то идеала. Всегда, когда мы даем информацию другому, мы придерживаемся какому-то идеалу. И он тоже, другой агент, тоже, другая сторона тоже ждет того, что он тоже старается увидеть этот идеал. И вот когда мы на нашем политическом пространстве, а политическое пространство – это государственный уровень, да, то есть на уровне общности, да, национальная общность, когда мы говорим, когда граждане нашего общества, когда мы общаемся по поводу публичных интересов, когда обращаемся и даже по поводу и индивидуального интереса, с позиции, скажем, общественного, да, значимого, да, вот в этот момент культурный код не работает, потому что он не стоит пока между нами, а между нами всеми, членами этого общества станет тогда, когда он, оно станет известным просто. Вот на данном этапе пока еще предстоит нам понять, узнать его, осмыслить его, и я уверен, что она будет работать, потому что каждый человек из нас хочет быть достойно выглядеть, достойно проявить себя, да? А это возможно посредством кода, потому что код нам говорит об идеале, код говорит о том, какая оптимальная норма существует для того, чтобы обеспечить стабильность. Вот обратите внимание, Вильнар Цацрыква, мы сказали, самым лучшим образом достигает решения публичного блага, да, для своих братьев. И мы сказали, что братья можно шире толковать как народ, да. И вот если это спроецировать на современную практику, это означает, любой человек, любой гражданин, который стал или пытается решить общественно значимую проблему, он также должен поступить лучшим образом. Вот, скажем, президент страны принимает указ.
в его управленческой деятельности, да, указ является, так сказать, указ, распоряжение. Судя, исходя из этого, если герба, да, когда он знаем всем, этот указ должен быть самым лучшим, самым выверенным, самым оптимальным, самым достойным, какой может быть. Во всяком случае стараться к этому. И это обязывает код. И те люди, к которым это обращен, этот указ, они тоже считывают его с позиции высокого идеала, как поступил Нарт со Срыква. Потому что он служит необычным способом, другими словами, самым лучшим способом. И представьте себе, это делает не только президент, это делает каждый гражданин. Если он занят, скажем, общественно значимым делом, он врач, он педагог, он водитель, он служит публичному интересу самым лучшим образом. Иначе его не поймут, потому что всеми членами этого общества разделяется, все понимают, что существует код поведения. Если ты служишь публичному интересу, ты тогда имеешь право служить, кстати, имеешь право служить тогда, когда ты обладаешь способностью или стараешься быть лучшим и решить проблему самым лучшим образом. И вот это смыслообразующее, это обязывающее. Кстати говоря, вот этот код, он юридизирует наши общественные отношения. Почему? Вот понятие юридизация, но юристы только могут, скажем, узкие знают, что такое юридизация. Юридизация – это придание общеобязательности какой-то норме. Если какая-то норма становится всеобщей и общеобязательной, все то, что обеспечивает вот эту общеобязательность, это и есть юридизация. То есть юридизация – это когда всех касается что-то. Да? Вот герб наш может стать юридизирующим таким вот символом, да, который обеспечивает общественный порядок. Вот через осознание того, что у нас есть вот этот герб, и он, через него мы понимаем друг друга, это обеспечивает общественный порядок. Я в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что так работает, допустим, вот культура в Китае. Ведь если мы говорим о успехах Китая, то там предводитель или руководитель, или любой тот, который хочет значимый факт осуществить, служить, то он понимается как тот, который обладает высоким потенциалом или стремится к этому. Он лучшим образом должен, если это таксист, он лучшим образом должен обслужить вас, потому что он стремится к чему? Вот именно к идеалу, к служению публичному, да, служению другому. И это есть в японской культуре. Ну, сейчас, может быть, немножко так говорю с точки зрения идеалов, но без идеала невозможно общество. Но социальность, она тем определяется, что общество всегда стремится к идеалам. Если один идеал уходит, то вместо него должен быть другой. Вот. Ну вот если мы возьмем так на уровне публично-политическом, у нас пока для внутренней организации, внутриполитической организации общества у нас политического кода нет. Я имею в виду, он есть, но он пока не осознаваем, и он на общественном всеобщем уровне, он еще не понят, не принят. И вот наша, может быть, задача, это передача, в том числе благодаря вас, может быть, заинтересуются, некоторые могут быть, я готов и дальше потом как бы довести вот эту идею о том, что без, значит, вот такого упорядочивающего, да, культурного кода, да, будем называть его культурной ценности, управленческий потенциал, он не будет эффективным. Да. Вот очень важно, чтобы мы, и некоторые считают так, что важно там, значит, принять директивы, нормативы, управленческие такие, вот знаете, есть рычаги, государственные рычаги, естественно, существуют, да, но они, да, Конституцию возьмем, да, это же нормативность, вот. Она может сработать тогда, когда вот существует смыслообразующее. Вот каждая норма должна иметь смыслообразующее содержание. Конституция может ожить тогда, когда вот есть культурный код. Оно становится нашим. Кстати говоря, там есть универсалии, которые выводимы, которые, скажем, становятся понятнее с позиции культуры.
она тогда понимается, раскрывается свое содержание. Вот там, если мы говорим значит, есть универсалии, которые действительно работают, ну, они должны работать, потому что это универсалии, правильно? Но чтобы они смогли быть поняты, нужна вот эта расшифровка от этой вот культуры, которая позволяет увидеть. В вашей статье также указано, что культурный код, воплощенный в гербе Абхазии, отражает отношение власти и подчинения, баланс публичного и частного интересов. Раскройте, о чем идет речь. Вот действительно получилось так, что вот этот в гербе изображен сюжет, где индивид решает проблему публичную, да, и здесь, смотрите как, вообще мы с вами знаем о том, что есть частные интересы и публичные, да, они, в общем, скажем так, противоположности, частное и публичное, да, и вот проблема их, скажем так, сосуществований, более того, если частное и публичное, они с противоположностью, но мы с вами знаем, что одно без другого не может существовать. Как Гегель скажет, да, основной закон диалектики звучит как единство и борьба противоположностей. Да? Индивидуальный успех невозможно без публичного успеха. Ну, скажем так, я хочу иметь собственность, я должен обеспечить, скажем так, прибыль из этой собственности, но без публичных институтов, которые обеспечивают защиту, деловой оборот обеспечит, скажет его безопасность. Вот невозможно индивидуальный успех без публичного, да? И вот в нардском вот эпосе и вот в этом гербе отражается снятие вот этой противоположности частного и публичного. По Гегелю снятие – это есть высшая точка развития абсолютного духа. Абсолютный дух, то есть вот мы говорим порядок, да, который существует из интересов частного и публичного, они противоположности, но они в единстве. И вот как раз взаимодействие противоположностей, да, это такое взаимодействие, такое снятие противоположностей, при котором развитие получает каждая из сторон. Посмотрите, что делает ведь индивид, если он служит публичному благу самым совершенным способом и стремится к этому, то общество превращается от этого, если каждый это делает. А если каждый из нас стремится к этому публичному интересу, выразить его самым лучшим образом, его реализовать, то это и есть способ развития и частного интереса. Человеческий потенциал развивается здесь необычным способом. Самая высокая мотивация у индивида, ну, это человек существо себе социальное, это признание, общественное признание твоих достижений, твоего опыта, твоих знаний, твоего устремления, твоего... И вот это общественное признание, оно мотивирует раскрытие человеческого потенциала. И представляете, вот что мы имеем сегодня, вот, баланс частного и публичного, это такое взаимодействие частного и публичного, при взаимодействии которого развитие получает каждая из сторон. И вот я вот в этом вижу формулу успеха. Беслан Астамурович, вы указываете, что произошла деконструкция культурного кода как символа прогресса, социального порядка, как баланс предписанного и достижительного статуса в угоду одного предписанного. В чем вы видите опасность этого? Значит, в этой статье затрагиваются два статуса. В социологии установлены два статуса. Есть предписанный статус и достижительный. Ну, предписанный статус – это то, что человеческой воли нет. То есть там нет ваших устремленностей в этом. Да? Ваш статус определяется природой. Например, вы мужчина, женщина, вы, так сказать, родились определенной фамилии, рода, принадлежите такому-то расе, национальности. То есть это предписанный. То есть он идет не от вас, статус обретается, да? Не от вас. И есть статус, который от вас, от ваших личных усилий, так сказать, стараний, достижений, да, обретаете, да, вот это вот, скажем, образование есть у вас, вы умеете, значит, достигать определенных результатов, это достижительный статус.
И вот в нардском эпосе четко прослеживаются вот эти два статуса, когда даже вот в названии «Приключения 99 братьев» и «Нарта со Срыквы». Вот обрати внимание, и Нарта со Срыквы. То есть как будто вот Нарт со Срыквы это другой, да, на самом деле. Это брат, но и не брат им, правильно даже? Вот 99 братьев, это здесь четко, ясно, они по крови все братья. А вот Нарт со Срыквом, ну, она хоть и рождена этой мать, но вот неизвестных корней все-таки, давайте так скажем, по природе, он родился там разные способы, для нас важно, что он не из этих прямо 99 братьев. И вот надо же, вот народ слагает, так сказать, свои сюжеты, да, приключения, да, это когда идет спор, и не то что спор, конфликтуют 99 братьев всегда, вот получается конфликтуют с этим 100-м братом, да, младшим братом. И здесь мы дальше видим о том, что их спор, их конфликты разбирает Сатана и Гуаща. И вот тут возникает перед Сатаной и Гуаща очень сложная дилемма. Вот, как разрешить конфликт между братьями и Нартом со Срыквой. Ну, они, с одной стороны, братья. И тут глубокий замысел правосудия. В чем она проявляется? 99 братьев в надежде того, что после конфликта какого-то, да, вот, в надежде того, что мать их защитит, потому что они родные, она родная их мать, они в надежде идут, и вот, что мать их защитит. Тут возникает перед матерью дилемма, да, я уже говорил, как разрешить, по какой справедливости. Тут сталкиваются две справедливости. Одна справедливость, которая исходит от предписанного статуса, то есть твой близкий, твой родной, так сказать, по крови. И тут возникает, естественно, справедливость защитить своего. Это справедливость по морали. Мать должна защитить своих, ну, скажем, близких, детей своих, по крови близких, да. Это одна справедливость. Но есть еще вторая справедливость. Она не из предписанного, не из происхождения уже, а из деяний. Это справедливость, которая будет характеризовать Сосрыква. Ведь у Сосрыквы нет такого предписанного статуса по происхождению, непонятного. Это вот надо же народу вот так, значит, так глубоко, вот знаете, вот так замыслил, что он непонятных корней, как будто бы, знаете, хочет выразить вот ту идею права, правосудия. Оно ведь на чем основывается правосудие? Дистанцирование от происхождений и основываться на деяниях. Правильно мы говорим? Справедливость, то, которая будет исходить из, допустим, из происхождения, это уже не правовая, уже, но и по происхождению, понятно там. А вот если не по происхождению. И вот тут перед матерью стоит дилемма. Судить ли по морали? Она по морали не будет судить, и это народ заложил, потому что народ говорит из уста, или, скажем так, из действия сатаны, что она защищает, становится на вторую справедливость. То есть, защищая Сосрыква, это уже справедливость не по происхождению, а по деянию. А как мы назовем эту справедливость? По деянию. Это и есть правовая справедливость. Поэтому мы имеем в нашей культуре принципы правосудия, нардский эпос. Это можно смело сказать, это памятник права. В первую очередь. Нам надо смело сказать, может, мы будем здесь впервые это будет сказано, может быть, кто-то еще скажет, я не могу так определенно, но однозначно, что это памятник права, нардский эпос, он как раз нам выдает прообраз Фемиды. Кстати говоря, мы можем теперь уже сказать, что вот это опять-таки европоцентрический взгляд здесь может никак не подтвердиться, потому что правосудие, оно не заимствовано нами, получается, откуда-то из других цивилизаций, европейской, еще какой-то. Оно рождено здесь. Вот это вот имеет собственное развитие. То есть генезис
правовых феноменов, оно определяется именно вот в нардском эпосе. Мы видим, что оно здесь родилось. И вот таким образом я хочу сказать о том, что вот это достижительный принцип, да, достижительный принцип, он, вот что интересно, нардский эпос, он отдает ему приоритет. Вот обратите внимание, ведь это народ сказал. Народ, когда из уст сатаны, да, из ее выбора между двумя справедливостями, она дает правовой справедливости приоритет, это говорит о том, что достижительный принцип у нас ценится, уважается, он у нас в нардском эпосе, и он у нас в гербе. Еще раз подтверждаю, еще раз хочу обратить внимание, ведь Валерий Гамке настолько удачно, я не знаю, на интуитивном уровне, он отразил сюжет из нардского эпоса в этот герб, воплотил государственный герб, а ведь Нардсосруква это тот брат, который обладает достижительным принципом. Это тот герой, который, скажем так, своим достижением добивается стать абхазом. Можно и так сегодня сказать. Вот именно достижительный принцип, это нациообразующим может стать в нашей вот современной действительности. Да, мы, конечно, не будем, скажем, умалять роль предписанного статуса, он существует. Скажем, я по происхождению, по роду, я горжусь этим, мое происхождение, оно дает и свою идентичность, и свою обязанность. Оно в обществе будет, и была, и будет. Но нам, когда нужно достичь большего социального целого, когда нам нужно, скажем так, упорядочиться на уровне государства, нам нужно иметь, скажем, такой код поведения, который основывается на достижениях. И оно, кстати, не против... Я хочу сейчас упредить, может быть, нападки на меня могут быть. Я не хочу противопоставлять достижительные и предписанные статусы. Это может создаться некий, может быть, это и политизированность, и может быть, кто-то, может привести к этому. Но я хочу сказать о том, что нам нужно иметь и тот, и другой принцип. Знаете, вот так давайте. Нам не нужно противопоставлять. Там, где место предписанному статусу, мы будем действовать, это, естественно, нам нужно. Но нам нужно иметь еще достижитель. Этого недостаточно порой бывает. Мы же с вами знаем, что если мы только следуем предписанному по происхождению, мы будем выстраивать все наши, так сказать, действия, решения и так далее, тогда вы знаете, что тогда наше социальное целое сузится. Тогда институты государства, они, в принципе, становятся... И мы сегодня видим, вот я там в работе остановился на тот момент, когда мы стали абсолютизировать предписанный статус. Вот когда мы стали, вот именно он идет во власть, и он обязан по коду, по родовому коду, здесь код работает меньшего социального целого, да, а он обязан дать должное тому, всем тем, которые и так далее, которые являются его родственниками. И это может повлиять публичному интересу, потому что негативно, потому что ведь он порой является кто руководитель? Он же ведь является руководителем всех родов, всех фамилий, всех, кто населяет Абхазию, да? И поэтому здесь достижительный принцип нужно обязательно, она достраивает, она дает значимость, она дает, скажем, управленческий государственный потенциал на этом должно основываться. Если же мы пойдем по принципу предписанности, да, вот каждый будет свой род, фамилию и так далее, отдать должное и так далее, и вот это продвижение, оно конфликтно больше в политосфере, потому что ведь публичность здесь заключается в том, чтобы даже понятие авилар есть. У нас авилар в этимологии авилар это авила араца авилака, то есть множество родов.
Понимаете, Айжлер – это сосредоточение не одного рода, а множества родов. Это и есть нация, вообще-то говоря. Нация состоит из множества родов и множества, так сказать, происхождениями всяких, но объединяет политическая общность своими идеалами, как жить в будущем, как жить сегодня, и куда должны быть устремлены. Вот то, что вот это понятие нация, да, она больше политическая общность, она требует того, чтобы были здесь четко поняты, куда мы двигаемся и чего мы хотим достичь. Вот в этом плане, да, нардский эпос глубоко современен. Он дает нам современные принципы организации общества на достижительных основаниях. Да. Это вот я хочу подчеркнуть, что достижительный принцип организации власти и подчинения, да, он самый, что называется, устойчивый, самый прогрессивный способ. И это прямо говорит о таком явлении, как меритократия. Еще раз повторяю, это власть лучших. Ну, я, если могу ошибаться, могу нет, но меритократия существует во многих странах. Существует, то есть власть лучших, рекрутирование лучших, да, это национальная стратегия, это фактор национальной безопасности. Ведь мы с вами, даже общество наше обеспокоено, вот как нам выборы пройдут в следующий парламент, будут ли там у нас самые лучшие представители нашего общества. Это проблема серьезная. Если код к этому моменту будет знаемым, я думаю, она уже повлияет на выборы положительно, потому что ведь тот, который код нам говорит о том, что право быть лидером, депутатом, руководителем, президентом, такое право дается твоим устремлением и твоим качеством лучшим образом служить публичному интересу. Как это изображен в гербе. Еще раз повторяю, со срыва необычным способом служит публичному интересу. Потому что, ну и так тоже возможно сказать можно, что ведь каждый тогда может разжечь костер обычным способом, но он тогда не будет предводителем. А вот именно достигать самые совершенные способы, это дает ему право быть служителем публичного интереса. Я думаю, что вот это самое ценное, что есть путь к меритократии, он у нас обозначен в нардском эпосе. Вот это самое ценное, что можно сделать вывод на сегодняшний день. Беслан Астамурович, вы пишете в статье также, что народное творчество закодировало правовую справедливость, идею равенства. С чем это связано? Почему эта идея так важна для понимания прошлого, настоящего и будущего? Да, действительно закодировало народ, потому что равенство, правовое равенство она закодировала. Потому что равенство бывает и неправовое тоже. Вот правовое равенство, что такое правовое равенство? Это равенство независимо от происхождения. Это правовое, вот потому что есть фактическое равенство, в отличие от правового, есть фактическое. Фактическое равенство это что? Это по факту того, что ты принадлежишь к этому роду, племени, классу. Если ты являешься представителем этого класса, рода, по религии, допустим, ты мусульманин, ты христианин, ты кто, по факту определяется. Все те, которые обладают такими качествами, они равны. Тут что все мусульмане равны, потому что они мусульмане. Все представители одного рода, между ними равенство, потому что они относятся к одному роду. Вот к какому-то одному, к одной единице все, которые относятся, по факту тому, что ты принадлежишь к этому, на тебя распространяется равенство. Все те, которые являются там представителями элиты, ну, они все равны, все имеют доступ к власти. Да. А есть другая справедливость. Она основывается на правовой справедливости. Правовая – это означает, что независимо от этих принадлежностей.
Независимо от пола, расы, фамилии, рода, религии, происхождения, никакое социальное. То есть правовое равенство это означает формальное равенство, то бишь не фактическое, а формальное. Фактическое это в зависимости от принадлежности к роду, племени и так далее. А формальное это означает независимо от происхождения. И вот надо же было в нардском эпосе раскрывается содержание, или мы находим содержание правовой справедливости, независимо от происхождения. А как? А вот решением сатаны и Гуащи. Она смогла преодолеть зависимость по происхождению, она смогла преодолеть справедливость по происхождению и стала воплощать справедливость по деянию, по достижению. Вот перед ней же дилемма была, как разрешить конфликт между братьями, ну, этими сыновьями ее и Сосрыквой. Перед ней была дилемма двух справедливостей. Одна справедливость основана на фактической принадлежности, это фактическое равенство, а вторая формальное равенство, то есть независимо от происхождения. Как она это смогла преодолеть? Она дистанцировалась от происхождения, закрыла глаза. Кстати, у Фемиды правосудия закрыты глаза, даже вот, когда мы знаем Фемида, это означает, что она не видит, кого судят. Она смогла преодолеть, то есть происхождение отодвигает и судит по деянию. Вот два момента юстициабельности существуют в юриспруденции, да, то юристы знают. Есть юстициабельность, две значит, критерии. Одна говорит о том, что это дистанцирование от происхождения, это первый критерий юстициабельности, а вторая – основываться на деяниях. Вот сатаны Гуаща, она, обладая двумя вот этими юстициабельными критериями, да, получается, дистанцирование и на деяние, да, вот она осуществляет такое. И мы видим развитую, вот можно сказать, в нардском эпосе, развитую форму или принципы правосудия. Я еще хочу сказать о том, что вот, как выясняется, фемиды правосудия рождаются не только в какой-то отдельной, оно рождено здесь. Я хочу сказать о том, что рождение фемиды правосудия, оно является потребностью социума, самого социума. Иначе кто защитит достижения человека? Вот обратите внимание, если человека защищают его род, племя, да, достаточно, ну и принадлежность к чему-то мы имеем каждый раз, мы встроены в какие-то социальные группы, да, мне группа защищает род, племя и так далее, да. А кто меня защитит, если есть достижения? Вот которые, ну вот достижения, вот как Сосрыква, он обладает достижениями, но они могут быть, если они выходят за рамки иногда, они выходят, они творчество проявляют, они иногда требуют того, что, чтобы его признали объективно, его качество. Понимаете? Не случайно говорят, нет пророка в своем отечестве. Почему говорят? Тебя не смогут защитить здесь, потому что твоя группа, она может защитить тебя от внешнего врага, да. Но твоей свободы, проявленной в чем-то творчество, оно может быть не признано. Не потому, что они к тебе плохо относятся, а потому что они считают, что там должно воспроизводиться один в один, что должно быть. Да? Но есть, когда человек проявляет какой-то порыв творческий, какие-то, осуществляет действия, которые больше на достижениях, да, тогда его может защитить норма, которая вытекает из самого общества, независимо от происхождения. Почему это важно? Потому что иногда происхождение может не увидеть тебя, не оценить тебя. Часто бывает так в нашей жизни, бывает же, да? Чего мы скрываем? Нет своего пророка в своем отечестве сказано, да, не случайно. И вот видите как, от недостатка в регулировании общественных отношений, от недостатка только одной справедливости вызвано появление вот второго феномена, правового феномена, который защищает достоинство, достижения, независимо от происхождения. Аривора Дутупаха, вот он твой, но он
несправедлив в отношении того, кто лучше это сделал. Я могу надвыситься и сказать того же моего сына, там, могу сказать, нет, здесь ты не прав, вот здесь ты прав. Кстати, это поучительно и для него же самого. Понимаете, как развитие, как происходит? Видите, как через разрушение какого-то порядка, да, через каких-то преодоление стереотипов общество прогрессивно ведь так и двигалось. Если бы мы воспроизводили бы все один в один, то мы остались бы на каком уровне, на каком-то определенном уровне. Кстати, есть такие традиционалистские общества, называют их традиционалистские. Там шаг влево, шаг вправо не признается, порицается. Ты должен воспроизвести один в один, как это делали 1000 лет. Если что-то ты отошел, все. А в абхазском обществе, кстати говоря, я сейчас вспомнил, есть идея Айзерхара. Ценность такая, да, Айзерхара. Айзерхара предполагает, что Ацей, сын, да, он должен прирастить к тому, что сделано. Он не должен то же самое, он должен что-то добавить новое. То есть абхазская традиционная культура к инновациям относится очень положительно. Она традиционное общество, но к инновациям относится положительно. Это вот одно из условий прогресса. Это хорошее такое, вот, когда баланс традиции и инноваций признается как традиционное видение, как разрешение многих проблем. И вот правовой феномен, еще раз повторяю, он основан на защите достижений, достоинства человека, достижительные моменты, когда защищены нормой, и это общество в культуре в своем он выражает, значит, эта культура содержит вот как раз идею баланса. Вот самое важное все-таки вот из всего, что я сегодня говорил, и я в этом убежден, что в культурном коде абхазов в развитой форме, повторяю, присутствует идея баланса, традиции инноваций, баланс частного публичного, права и обязанности. Это одно из важнейших условий вот стабильного развития общества. Мы благодарим вас за ваш труд, за статью, за расшифровку статьи, за столь глубокие, значимые ответы, за ваше время. Еще раз вам большое спасибо и успехов на этом поприще. И вам спасибо. Этнографы, ну, те, которые вообще увлекаются нардскими вопросами, они говорят, когда я вот рассказывал о достижительном принципе, о гербе, они мне говорят, слушай, ну у нас, говорит, нардский эпос плохо заканчивается. Они ведь, братья, в конце концов, его убивают со срыква, вот, не выдерживают. И чем это заканчивается, в конце концов, они превращаются в маленьких людей в ацаны превращаются и так далее. И вот такая концовка, когда мне вот передали, я стал задумываться. И я, можно сказать, так удивился, опять-таки, мудрости народной. Ведь народ такое завершение нам повествует не случайно. Такое повествование, такая, так сказать, ну, не заканчивается победой добра вот над злом, победа со срыква над этими пороками, да, эти братья, они всегда были с каким-то, да, таким, своими какими-то и целями порочными, да, они всегда как бы критиковали и подходили к сосрыку, скажем, с таким. И вот когда все-таки сосрыку убивают, и что за этим стоит? И вот расшифровать его тоже нужно было. Я удивился тому, какая мудрость здесь заложена. Народ таким образом нам хочет сказать, если вы не будете следовать разуму, то вот такое завершение может быть. Вот как бы через такие трагические, да, моменты как бы упреждает нас сегодня. И мы правильно сделали вывод, когда Валерий Гамги нарисовал этот сюжет и воздвиг его в ранг герба Абхазии, получилось так, что мы воскресили его. И он у нас в гербе Абхазии. То есть это означает,
что мы победили пороки. Вот когда этот герб, он работает, он здесь и сейчас, он как раз нам говорит о том, что мы побеждаем человеческие пороки. Торжество справедливости, символ справедливости, символ, скажем так, это можно, конечно, еще такими словами, я думаю, раскрыть содержание, что здесь победа, скажем так, всего прогрессивного, можно сказать, в лице Сосрыквы. Потому что его достижительный статус, это достижение, оно слагается из моральных оснований, здесь и интеллектуальных оснований, здесь и, можно сказать, ну, все то, что совершенно, да, вот мы видим в его поведении. И это нам дает сегодня уверенность и обязывает нас, вот как раз мы говорили о том, что герб юридизирует наши общественные отношения на началах прогресса, на началах достижений, да, и это обязывает нас, именно наша внутренняя политика, внешняя и, так сказать, организация всех наших дел основываться на именно вот на достижительном статусе, да. И в этом плане, ну, здесь многие вопросы возникают еще такого рода, а почему здесь изображен, вот, скажем так, нарт Сосрыква, где же тут женщина и так далее. А вот тут замысел есть, и у нас присутствует. Ведь нарта Сосрыква формировала и воспитала именно Сатаны Икуаша. То есть мать присутствует здесь, в контексте, а ее роль, ее вот значимость, оно присутствует, потому что здесь виден ее результат. Это вот Сосрыква. Поэтому мы здесь, скажем, в гербе, если ее прямо нет, но оно присутствует, вот это нам дает основание, говорит о том, что здесь есть в равной мере присутствует, сказать, мужчина, женщина, мать, сыновья, и вот это очень важный момент, да.